подтверждающий качество документов. Ввоз и вывоз продукции животного происхождения под строгим контролем. Не проходит и 5 минут с начала рейда сотрудников Россельхознадзора и первый нарушитель. Из реализуемого товара животного происхождения говяжий бульон в кубиках. Около 100 упаковок везут из Пятигорска без соответствующих документов. Правда, один у Алексея Твещенко все же нашелся – накладная продажа товара. Но нет транспортной накладной, ведущий учет товара. Качество товара хорошее, то есть склады там все, то есть склады работают, все официально. Просто накладную не ту сделали мне. Мне сделали накладную по местным продажам. А сюда должна быть транспортная накладная. Я ее оставил. Забывчивость водителя сути не меняет. Госинспектор составляет административный акт. Ведет груз без сопроводительных документов, удостоверяющих качество безопасности. Данный владелец будет оштрафован в виде административных правонарушений. Составим, так сказать, протокол. Акт составлен, штраф выписан в размере 1000 рублей. Проверка продолжается. Сотрудники ведомства останавливают все транспортные средства с товаром. И многие, видимо, как и первый нарушитель, документ о реализации товара посчитали важнее, чем ветеринарное свидетельство или удостоверение. Административный штраф в таких случаях – самое легкое наказание, отмечает инспектор. Отсутствие сопроводительных документов мы сопровождаем груз до ближайшего поста в Северной Осетии, составляем акт передачи. А они уже сопровождают данный груз на исходную точку, откуда этот груз выехал. За время рейда сотрудники ведомства проверили десятки грузовых машин. В большинстве случаев продукцию в регион завозят из Кабардино-Балкарии и Ставрополя. Больше всего случаев с нарушениями, связанных с отсутствием ветеринарно-сопроводительного документа. На сегодняшний момент было возвращено, досмотрено 64 единиц автотранспорта, возвращено 611 голов животных, которые были без сопроводительных документов. А продукции животного происхождения было досмотрено 9,5 тонн, из них тонна 750 изъято и утилизировано. Продукции животного происхождения, колбасные изделия, мясо, говядина, без соответствующих сопроводительных документов. Такие рейды проводятся инспекторами ведомства круглый год. По сравнению с 2017-м количество нарушений снизилось на 20%. Инспекторы напоминают, реализаторы товара животной продукции в обязательном порядке должны иметь ветеринарно-сопроводительный документ о качестве продукции. Ведь в первую очередь речь идет о здоровье потребителя. Дана Плиева, Адам Далаков, Новости 24.